Июль этого года стал одним из самых холодных месяцев за прошедшие 100 лет. Последний раз такая погода в Коми наблюдалась в 80-х. Средняя температура оказалась ниже климатической нормы на 3-5 градусов. Ольга Коняева задалась всеобщим вопросом, а будет ли лето в этом году вообще. Как в известной русской сказке, буквально на глазах братья месяца декабрь превращают в май, так и погода в Коми, что ни день, то фокус. Главная сказочница, матушка природа, календарный график, кажется, не приемлет. Первая жертва морозов. Без снега морозы ударили, корни, видимо, замерзли. Первыми чудить начали осенние месяцы. Снег еще не выпал, а морозы уже ударили. Так что вишня и клубника померзли не только у дачника Михаила Васютова. Потом месяцы играли в тепло-холодно. Так никто и не понял, то ли зима продолжается, то ли весна уже. Сезон, конечно, если вот так в целом характеризовать, то зима была теплее прошлого года на 2-3 градуса. Весна началась рано, можно сказать, с опережением календарного графика почти на месяц. Это мы помним февраль, аномально теплый, с россыпью температурных рекордов всевозможных. Март оказался аномально теплый. По ряду метеорологических станций он стал самым теплым за весь период наблюдений. Чемпионом среди братьев месяцев оказался май. Побил температурные рекорды прошлых лет жарой за 30. Раньше срока люди переоделись в летнее, вернулись с юга птицы, зацвели черемуха, сирень, морошка. В конце месяца даже в северных городах началось лето. Но вот июнь на фоне мая как-то стушевался, а июль и вовсе выдал с лихвой. В столице Коми за месяц всего 3 теплых дня. Частые гости, циклоны с дождями и пасмурной погодой. Даже колорадский жук решил в такой холод не поедать местную картошку. Вместо них раньше времени появились слизни и белокрылки. Они в этом году размножались с удвоенной энергией. Вот корнеплоды, вот слизни все объедают, выходят вечером, поэтому их днем вроде бы ничего нету и думаю, что все хорошо. Ночью, если выйдешь, здесь все полно слизней гуляет, надо их собирать. Экспериментальной площадкой для сказочницы природы стала Воркута. Сначала бабушка-метелица выхлапывала над городом свою перину. Жителям даже включили отопление. Потом набежали тучи, и Перун вылил на воркутинцев 2 месячные нормы воды. Черпать осадки ведром оказалось бесполезно. Последний день июля в столице Коми выдался на удивление теплым. Редкие смельчаки даже раздеваются, чтобы позагорать. Но искупаться все равно не получится. Вроде бы и пляж оборудован, пожалуйста, вам кабинки, буйки на воде. Только вот у нас на севере официальный пляжный сезон с природным все чаще не совпадает. Только пляжи откроют, лето тут же заканчивается. Погодный пасьянс, разыгранный сказочными братьями, будто напомнил жителям региона: вот оно, настоящее лето, не до загара. Погреть бы косточки на югах, но вот незадача, вместе с долларом выросли цены на путевки. Примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. И все же здоровье дороже. Выбирают Турцию или Египет. В Турции гарантированно теплая погода, в Египте еще чуть-чуть пожарче, поэтому погреться удастся на 100%. И даже те туристы, которые выезжали у нас в Россию в этом году, их тоже много, им тоже возвращаются с замечательным загаром, с хорошим настроением и к зиме готовы. Август, по всей видимости, уже уступил место сентябрю. За окном практически бабье лето. Кое-где даже пожелтели и опали листья. Циклон с запада снова принес дожди. Синоптики от августа ничего хорошего не ждут. Месяц будет холоднее, чем обычно, осадков больше нормы. Уже в первые 10 дней на северо-востоке региона возможны заморозки. Впрочем, какие еще сюрпризы припасала природа, не знает ни календарь, ни метеопрогноз. Ольга Коняева, Олег Жуковский, телеканал Юрган.